Их сообщений в канун Нового года чемпионат мира по хоккею с мячом, который мы так долго ждали, состоится следующей весной. Сроки подтвердила Международная федерация бенди. А еще уходящий год запомнился победами баскетболисток Ники, которые оказались успешны не только в премьер-лиге, но и в Еврокубке. Строитель досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Радуют болельщиков и мини-футбольные команды региона «Ухта» и «Новая генерация». О спортивных победах уходящего года напомнит Евгения Кладкевич. В расписании республиканского стадиона нет свободных окон. Для каждого вида спорта улучшены условия и комфорт. По будням – тренировки спортсменов, по выходным – массовое катание. Реконструкция главного спортобъекта Коми началась в 2019-м. Тогда стало известно, что наш регион примет следующий чемпионат мира по хоккею с мячом. За ремонт главной площадки взялась подрядная организация из Сербии. Окончание работ планировали на январь 2021-го, аккурат к чемпионату мира. Однако из-за коронавирусных ограничений сроки сдвинулись. Полностью обновленный и усовершенствованный спорткомплекс республика получила лишь весной этого года, а вот чемпионат мира по бенди перенесли на 22-й. У нас отремонтировано в рамках этой же реконструкции спортивная школа номер 1. Сегодня вовсю идут у нас с вами соревнования, вовсю идет у детей тренировочный процесс в рамках госзадания. Стадион готов, и мы этому очень рады. И действительно, ремонт на стадионе выдался на славу. Занятия, соревнования, спортивные сборы и конференции проходят на новых, оснащенных всем необходимым площадках. Летом здесь футбольное поле, легкоатлетический манеж, есть места для сдачи норм ГТО, зимой каток, хоккейные матчи и массовые катания. Заменены все инженерные сети. Преобразился и дом спорта. Что же касается бенди, согласно новому графику, чемпионат пройдет уже будущей весной. Группа «Б» сыграет с 8 по 13 марта, группа «А» с 27 марта по 4 апреля. В случае благоприятной эпидобстановки. А вот с этим пока беда. В своем недавнем обращении глава Коми Владимир Уйба высказался о недостаточных темпах вакцинации от ковида, которые как раз и могут сорвать первенство мира. Мы будем писать и обращаться в федеральный штаб с тем, что мы готовы к проведению, технически готовы к проведению этого чемпионата. Но оценивать нам нашу республику будут не только по подготовке персонала, республиканского стадиона, безопасности, но в первую очередь по безопасности санитарно-эпидемиологической. А мы проваливаемся, мы не успеваем к марту месяца достичь 80% при вакцинации. Благодаря проекту «Народный бюджет» стало возможным строительство площадок ГТО, ремонт спортивных залов, закупка спортивного инвентаря. 27 инициатив реализовано за этот год в городах и районах Коми. По другому проекту «Спорт. Норма жизни» в Ухте появился долгожданный ФАКОТ. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа состоит из футбольного поля, хоккейного корта с трибунами, а также зоны силовых тренажеров. Резиновое покрытие, футбольное поле будет уже стелиться в следующем году, потому что сегодняшние погодные условия нам это не позволяют. Этот год, отмечает министр спорта, стал показательным в проведении спортивных мероприятий. В 2021-м впервые прошел чемпионат по баскетболу 3х3, а в большом баскетболе Ника продолжает удивлять. Новогодним подарком для всех любителей спорта стало серебро Кубка мира. На решающий матч в Курск титульный спонсор команды организовал чартерный рейс для болельщиков Ники. Это здорово, когда клуб принимает решение привести болельщиков на выездную игру, на самую главную игру этого года. И не 5 человек, не 10, которые тоже могли бы поддерживать, но везут почти 100 болельщиков. Это очень здорово. Спасибо большое руководству клуба, что они пошли на это. Надеюсь, что такая традиция будет продолжена. Дорога из Сыктывкара заняла чуть больше 2 часов. На земле самолет встречали усиленные наряды полиции и фанаты местного «Динамо». Надеемся, будет очень шумно и с нашей стороны, и с вашей. И команды будут довольны и покажут хорошую игру, красивую в финале Кубка России. Курская «Динамо» – признанный лидер баскетбола. В составе несколько легионерок с российскими паспортами. Полная обойма первоклассных игроков. А вот Ника в финале Кубка страны могла рассчитывать исключительно на своих русских девчонок. В заявке всего 7 человек. Раиса Мусина играет с травмой. В
Стартовые минуты – равная борьба. Ника пропускает, сравнивает, выходит вперед и снова пропускает. Фалят часто и те, и другие. Ротация состава Курску позволяет нарушать, но и наши не отстают. Мария Черепанова и Валентина Кожухарь за перебор фолов ушли с площадки досрочно. Впятером без права на замену на морально-волевых боролись до финальной сирены, догоняли «Динамо», но чуточку не хватило. 61-65. Поражение – достойная победы. Мы играем за 11-й день 5-й матч. И я считаю, что девушки заслуживают огромного спасибо за тот качественный баскетбол, который они показали сегодня. Высокие результаты спортсмены Коми показали во всех видах спорта. И хочется пожелать, чтобы в следующем году побед становилось еще больше. Раисе Мусиной, как остальным баскетболисткам, только забитых трешек. Алексею Ничкову, лучшему снайперу строителей, всем его коллегам по команде. Сотни победных мячей, ворота соперника. Юлии Ступак, наши легендарные лыжницы. Почаще зажигательных танцев на победном подиуме. Как можно больше сил, упорства и только высших наград. Всем спортсменам республики.